С Валентиной Александровной Витязевой мы встретились накануне ее 85-летнего юбилея. Но несмотря на возраст, вопреки, казалось бы, всем законам природы, Валентина Александровна полна сил и энергии, оптимистична и обаятельна. В историю Республики Коми Витязева вошла как первый ректор Сыктывкарского государственного университета. В 1979 году о ней был снят киноочерк «Ректор», фрагменты которого мы включили в нашу передачу. Сыктывкарский государственный университет имени 50-летия СССР, один из 67 университетов нашей Родины, основан в 1972 году. Ректор Сыктывкарского государственного университета, доктор географических наук профессор Витязева Валентина Александровна, единственная женщина-ректор университета в нашей стране. Справедливо мнение о том, что храм современной науки в равной мере поддерживает своими плечами чистые ученые-теоретики, формулируя неожиданные идеи и обосновывая их, ученые-практики, делающие научные открытия реальным достоянием нашей повседневной жизни, и администраторы, которые, организуя и планируя научный поиск, не дают упасть всему зданию. Ректор сегодняшнего университета, как никто другой, должен обладать всеми названными качествами. Ее известность шагнула далеко за пределы Республики Коми. А в республике Валентину Александровну знал почти каждый. Тем более для нас было удивительно, что во время съемок этой передачи Витязеву не узнавали. Оказывается, выросло новое поколение, которое не знает своей истории. А между тем Валентина Александровна по-прежнему работает в университете в качестве профессора-консультанта и даже читает лекции студентам. Сегодня она читает спецкурс «Природно-ресурсный потенциал Севера». Это очень важно для будущих экономистов и вызывает интерес и у других студентов. Вся жизнь Валентины Александровны Витязевой связана с Севером. Она родилась в деревне Сибирь Ленского района Архангельской области. В деревне школы не было, и маленькая Валя Протопопова, это ее девичья фамилия, ходила в начальную школу в село Тукма за 1,5 километра. А старшие классы она окончила в Яринске. И пока семья не переехала туда, Валентина 3 километра туда и 3 обратно проходила каждый день. В аспирантуре меня звали Поморка. Но на самом деле я не у самого моря жила, а в Яринске, это далеко от моря. Русский народ ведь доброжелательный. Ну и я жила в такой семье, и соседи какие-то такие были, все хотели друг другу помочь. Вы знаете, что у меня всегда в памяти? Я родилась в 19 году, значит, тогда, когда собирали колхозы, я уже это знала и чувствовала это, что такое совхоз. Но до колхоза еще я замечала, и вот это у меня в памяти резко отложилось, что соседи обязательно помогали друг другу. Ну, например, весна. Значит, у каждого свой дом. И в наш дом идут все соседи и его моют внутри. Каждую дощечку все вымыли, потом баню топят, вместе моются, потом, значит, застолье, а в следующий раз следующий идут. И так все друг другу помогали. А ведь настроение-то какое замечательное. Вот весной готовили площадь к посевам. Еще там копать было нельзя, а навоз возить можно. Так вот завтра, предположим, у Ждановых или у Савичевых будут возить навоз. Все будут возить навоз, в том числе мы. Отец говорит, садись, там туда доедешь, там тебе свалят, тут навалят. В общем, я возила, и я получала 10 копеек. Это оплачивалось. Это было очень здорово. Я 90 копеек зарабатывала. Взаимопомощь такая, коллективный труд на селе, вот, он, видимо, сложился не по зову советской власти, а он сложился годами, столетиями, может быть, сложился. Ведь север не было на севере крепостного права. Здесь вольные люди жили, им надо было выходить из положения. А весна очень короткая была. Весна очень короткая. Вот вы заметите, иногда затяжная зима, иногда очень короткая на севере. Поэтому, значит, друг другу помогали.
всемирно помогали друг другу. И я даже сейчас, вот когда читаю лекции студентам, я говорю, что взаимопомощь на селе, на севере, она будет всегда. Частная это собственность, не частная это собственность. На севере нельзя все отдавать в частную собственность. Нельзя, нужно тут по-иному решать. И наши многие ученые дают советы очень неплохие и правильные. Жаль, что к ним часто не прислушиваются. Валентина Витязева из того поколения, которому было трудно. Ее детство пришлось на гражданскую войну, юность – на Великую Отечественную. Отец ее, Александр Ионович Протопопов, служба в армии которого совпала с революционными событиями 17 года, был юнкером. Он себя считал вообще несчастливым. В какой-то степени действительно, наверное, семья была не очень счастливая. Ну, потому что как-то так случилось, что он меня отправил. У нас была лошадь, но в это время ее не было почему-то. И он взял лошадь из колхоза, хотя сам он в колхозе не был членом колхоза. И ему лошадь дали привезти сено. Он приехал поздно, уже устал очень, и говорит: ты отвези лошадь. Ну, что значит отвезти лошадь? Опять меня посадили в сани, дали мне вожжи, и я сижу и там управляю вправо-влево. 8 лет мне. Вдруг лошадь помчалась и начала прихрамывать. И примчалась сразу к двору. Оказывается, она сломала ногу. Лошадь сломала ногу. Я пришла домой и сказала: папа, лошадь сломала ногу. О, Господи, сказала она, еще и это. А перед этим его назвали подкулачником. Раз он в колхоз не поступил, к нему было отношение очень такое строгое. Вот. Назвали подкулачником и все время за ним следили. Чуть что, вот так вот будет. Теперь, значит, будет ему суд. Был суд, ему присудили принудительную работу. Работать бесплатно на строительстве гидростанции. Он был в кредитном товариществе. Было кредитное товарищество, которое, значит, имело сумму каких-то денег, и эти деньги выдавались в кредит, и вот на эти взносы там какой-то имел приварок, если можно так выразиться. Значит, он дружил, у него друзья были все не колхозники и не сельские жители, а города Яринска. Он же тогда был городом. И, ну, такие почтенные, я бы сказала. Он был молодой еще ведь очень тогда. Он же женился в 20 лет. Мама его была старше на 8 лет. Вот. И, значит, он общался с этими молодыми людьми. И одному из них однажды он одолжил деньги из товарищества. Хотя, значит, ему это не разрешалось по закону. По уставу этого общества нельзя было одолжать деньги. Он одолжил их, а тот уехал и скрылся совсем. И его арестовали, посадили его в тюрьму, в Вологду, и он целый год там сидел в тюрьме. А мама, мы уже тогда в Веренске жили, мама поступила на работу в школу уборщицей, и вот она кормила всю эту араву целый год. Потом он пришел, совершенно он распухший, вот такой, у меня есть фотография, вот так вот он распух весь, потому что там их плохо кормили, и плохо вообще все было. Заключенный есть заключенный. А интересно запомнился такой факт, когда, значит, его осудили, он пришел домой прощаться, а мама в это время что-то, такой котелок был в печке, она вытащила этот котелок и стала смотреть, что там хорошо вымыла или нет. А была ручка с проволокой и попала в глаз. И у нее стало бельмо на глазу. Так вот, когда он пришел, и не могу рассказать. Отец, когда увидел это, он заплакал и сказал: Боже, как мы несчастливы. А второй раз, когда он плакал, я его видела, когда я уже была ректором и выступала по телевизору. Он сказал: Боже мой, если бы в нашей деревне это узнали, все бы плакали.
я в прошлый раз не овладела, не совладала с собой, как говорят. И даже расстроилась она. Это тяжелое было время, очень тяжелое. Но однажды журналистка, которая беседовала со мной, сказала, что это хорошо, что были трудности, что они помогли закалиться человеку. И потом, когда уже я сама жила собственной жизнью, как бы вдали от родителей, мне пришлось решать и личные проблемы, и государственные проблемы, которые тоже были трудными, но связанные с теми проблемами научными, про которые мы с вами уже говорили, их же тоже надо было решать как-то. Надо было найти в себе силу такую и сформулировать проблему, и решить эту проблему. Так что, когда вы меня спрашиваете о личных каких-то вопросах, они у меня все время поворачиваются в сторону науки. Вся жизнь как-то в науке, вся жизнь. И, может быть, хорошо мне было потому в жизни, что моя семья понимала меня. Скажем, мой муж из простого, можно сказать, чиновника, которым он был в партийном аппарате раньше, он стал государственным деятелем вместе со мной. Он был министром социального обеспечения. Вот. И я думаю, что это помогло ему, что он был со мной. А с другой стороны, он мне тоже помогал. Он создавал условия, и когда я уже стала ректором, это было очень заметно. Одним словом, я что я могу сказать про своего мужа, это был замечательный человек. Я с ним прожила с 45-го года по 84-й год. Большая жизнь. Сын мой старший, Андрей, он был от первого мужа. Вот. А, значит, второй сын от второго мужа. Но Сергей Архипович такой замечательный был человек, он разницы не делал. И поэтому старший сын оказался замечательным сыном, Андрей Васильевич Витязев, ученый с мировым именем, занимается космосом. Интересный человек. И у него родился сын, когда ему было 50 лет. Ему много пришлось работать за границей. И его приглашали, даже предлагали ему быть руководителем института. Но это были годы 50-е, 60-е, 70-е, скорее всего, даже. И чтобы поехать за границу, нужно было просто сбежать. И ему предложили этот путь. А он отказался, потому что я ему сказала: я ректор, а ты убежал. То есть поехал на конференцию, что значит убежал? Поехал на конференцию и не вернулся с этой конференции. Так ведь много было, уезжали. Так называемые невозвращенцы. Вот невозвращенцы. А потом уже, когда стало можно, сейчас можно ехать, 7 человек с нашей кафедры университетской, математиков, уехали из зарубежья, там живут, видите, спокойно. Недавно его спросили, почему он не уехал за границу. Мама не разрешила, он сказал так. Второй сын, Дмитрий Васильевич, тоже интересный по-своему был человек. Он имел 2 образования, юридическое и биологическое. Кончил наш университет и кончил еще, одним словом, 2 образования, юридическое и биологическое. Но, к сожалению, он умер, заболел и умер. Это большая потеря для меня была. Остался его сынуля, мой внук. Хороший мальчик, учится в университете, отличник. Я привела его в ректорат и говорю: вот вам ректор, воспитывайте. Это шутка, конечно. Посмотрим, кем он будет. Вы всегда очень элегантно одеты. Поделитесь секретом все-таки вашей элегантности. Это я не знаю, не замечаю за собой, чтобы я была элегантно одета. Я всегда интересовалась женщинами, которые известны. И хотела быть дипломатом. Когда я, если уж вы хотите, чтобы я рассказала то, что никто не знает, значит, когда я училась в Ленинграде в техникуме,
Ну, меня география интересовала, и я инженером хотела быть, и геологом, и, в общем, очень много было интересного такого. И вдруг учебное заведение открылось, я узнала, вернее, о нем уже несколько лет, принимают в дипломатическую школу. Меня это очень обрадовало, что я буду дипломатом. Почему? Ну, Калантай же яркий пример. Все я о ней знала, как и что она работает, и как она говорит об узелках и так далее. В общем. И я сдала экзамены, и вышло постановление правительства, запрещающее принимать женщин. Так я не стала дипломатом. Ну, а Калантай, как она одевалась? Мы с вами знаем фильм, как она из ничего сделала накидку такую красивую. Александра Михайловна Калантай, деятель международного и российского революционного движения, советский дипломат. Как в начале прошлого века, так и сегодня ее образ продолжает будоражить воображение современников. Так что было у кого поучиться, и было интересно. Ну, потом что еще? Меня не приняли в 5 класс школы. В 5 классе я училась только через год. И меня отдали монашкам учиться. Учиться у монашек, вышивке. Это были замечательные женщины. Замечательно. Они с любовью ко мне отнеслись и учили меня всему, что должна знать женщина. Вот как она должна одеваться, как она должна разговаривать, как она должна ходить, воспитывать, с мужчинами, как она должна вести себя. Все это, целый год я этому училась. И мало кто знает, чему там она учила меня, потому что, не интересно было никому. Мама знала, что я сижу, вышиваю ей хорошо. Я вышила ей платье очень красивое. Потом она, когда хоронили ее, без меня хоронили, она попросила именно это платье. Это была гладь, решелье, плетение кружев. Ну вот заниматься этим вещью, это искусство по существу. Оно заставляло обращаться как-то к себе и думать, как ты смотришь. Действительно, я следила за собой всегда. Небрежно не одеться для меня это было. Мама говорила, что есть такая пословица. Пусть одеяло из лоскуточков, но дыр не должно быть. Валентина Александровна Витязева, заместитель председателя комиссии по изучению производительных сил при главе Республики Коми, почетный член Международной академии наук Высшей школы, почетный доктор Санкт-Петербургского государственного университета, почетный гражданин города Сыктывкара, лауреат Государственной премии Республики Коми. Все ее звания и награды просто невозможно перечислить. Валентина Александровна призналась, что никогда не носила свои ордена и медали. В вашей судьбе больше было достижений благодаря чему-то или все-таки вопреки всему? Началось с того, что я училась в Карело-Финском университете, на геологическом факультете. Ну, вас, наверное, удивит, что здесь университет такой древний был уже когда-то. А на самом деле он был эвакуирован к нам из Петрозаводска. И здесь было несколько факультетов, в том числе геологический. Но не успела я еще окончить университет. Предложили мне работать в областном комитете партии, потому что я была член партии. Я, конечно, сразу отказалась. Но все-таки я продолжала учиться. И, наконец, пришел день, когда я должна на работе, а я и даже не подумала идти туда. Меня приглашают и говорят, в чем дело. Короче говоря, мне пришлось повиноваться. И этот договор был такой, что я работаю, в то же время учусь, пишу диплом, это был последний год. Ну, так и пришлось сделать. Так что меня принудили в результате сложившейся ситуации, они, может быть, тоже не хотели бы мне ломать жизнь, но разрешили, благосклонно, можно сказать, подошли, разрешили мне учиться. Я защитила диплом с отличием и стала работать в областном комитете партии. Ну вот по принуждению, да. А дальше жизнь так и пошла. Я, пожалуй, могу проследить все свои важнейшие этапы, когда мне предложили.
Но люди, которые предлагали, я все-таки должна сказать, какие-то были замечательные люди, которые правильно делали, мне кажется, сейчас, вот я, если вернусь назад и посмотрю, правильно ли, что я пошла, меня направили в Академию наук, правильно, я там научилась методам исследований, которые я потом использовала в той же Республике Коми, работая над важнейшими проблемами. Потом правильно сделали, что меня направили на работу в университет и сказали, что я буду ректор. Я помню, как я была потрясена совершенно. То есть я готова была работать в университете. Я говорила, что да, я на вопрос, соглашусь ли я работать в университете, я сказала да. А кем бы вы хотели? Они имели, может быть, в виду, я думаю, заведующей кафедрой или деканом там. Я сказала профессором. Я еще не была профессором, но я хотела быть профессором. И говорят, нет, мы вас просим дать согласие на работу ректором. Вот. Когда мне задавали такие сложные вопросы, я почему-то смеялась, очень громко засмеялась. Говорю, ну что вы, какой же я ректор? Валентина Александровна вовсе не хотела уходить из Коми филиала Академии наук. В тот момент группа ученых под ее руководством занималась изучением важнейшей для Советского Союза проблемой – формированием Тимано-Печорского территориального производственного комплекса. И все же она стала ректором университета. И тогда Витязева организовала преподавателей на проведение исследований по этой теме. А еще раньше, в 1967 году, была издана книга о влиянии переброски стока северных рек в бассейн Каспия на народное хозяйство Коми АССР под редакцией Братцева, Витязевой, Подоплелова. Во многом благодаря уникальному труду ученых Коми филиала Академии наук, сформулированных в этой книге, удалось остановить грандиозный проект переброски северных рек на юг, что стало бы губительным для экологии нашей республики. Сейчас ко мне обратились СМИ Москвы недавно, позвонили по телефону, вот они не знают, сколько мне лет, и я, к счастью, не кашляла в это время. Значит, спрашивают, вот Лужков написал письмо, я опубликовала большую статью значит, об изучении вопроса о переброске стока рек. Как вы к этому относитесь? Сказал, повесьте его книзу головой. Они говорят, мы серьезно вас спрашиваем? Я говорю, ну если серьезно, то я много занималась этой проблемой, и в таком состоянии, как она предлагалась в проектах, нельзя, недопустимо в таком виде делать переброску. Это просто покалечить жизнь многих поколений людей. Мы не можем на это пойти. Никак. Ученые на это не пойдут. Невозможно в одной телевизионной передаче рассказать обо всех научных изысканиях профессора Витязевой, о ее необычной, яркой судьбе. По инициативе доктора культурологии Майи Бурлыкиной вышел в свет сборник документов, материалов, воспоминаний о Витязевой. Сейчас Майя Ивановна работает над вторым выпуском. В Музее истории просвещения Коми-края при Сыктывкарском университете открылась выставка, посвященная юбилярам, в том числе и Витязевой. Конечно, жизненный путь Валентины Александровны не был устлан орхидеями, ее любимыми цветами. Но согласитесь, можно позавидовать ее жизнелюбию, ясности ума и, конечно, хочется узнать секрет ее молодости. Секрет молодости заключается в том, чтобы каждый человек хотел бы быть и делал бы все для того, чтобы быть полезным людям. Дело, которое вот он делает, чтобы он чувствовал, что он это, если бы не сделал, так это было бы очень плохо. Мне кажется, я все время занимаюсь именно тем, что вот мне предложили, правда, но мне предложили каждый раз интересное дело. Вот смотрите, переброска рек, это же очень интересно. А теперь я занималась, например, первая книжка моя вышла в 1955 году. Она называлась «Печорский угольный бассейн». Это была первая книжка, которую я опубликовала по этому бассейну. Не именно я, а по бассейну первой. Не было книг. Там ведь работали заключенные, поэтому особенно в открытой печати ничего не было. Вот. И каждый раз я с радостью бралась за эту работу, с улыбкой. А говорят, что человек должен всегда улыбаться. Вот если я на уголь улыбаюсь, то уже вам, как я, на мне обязательно. Да. Ну, это первое. А второе, человек не должен злиться. Вот вы замечаете, если человек с плохим настроением, он сразу опустились у него кончики губ, он видно, что он недоволен.
Нужно всегда улыбаться людям, стараться, чтобы им было хорошо. А зло, оно... Даже Екатерина II говорила, спорить нужно без злости. У нас готовы подраться часто. Я, конечно, не скажу, что я уже так ровно себя веду и никогда не выхожу из себя. Конечно, бывает тоже. Но стараться нужно этого не делать. Я стараюсь.